В администрации города Чебоксары прошло очередное 22-е заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. В повестке дня 12 вопросов. В преддверии Дня города народные избранники присвоили звание почетного гражданина города Чебоксары. Кто удостоился этой награды, расскажет Милена Алексеева. Кандидатуры на соискание звания были выдвинуты трудовыми коллективами и общественными организациями города. Из года в год у нас избирается почетный гражданин нашего города, полумиллионного города, столицы Чувашской республики, в которой мы живем, работаем, растут наши дети, в которой мы хотим жить дальше. И все делаем для того, чтобы она была все лучше и лучше. Название «Почетный гражданин города Чебоксары» было выдвинуто более 30 кандидатур. После отбора на суд горожан представили 3. Все они внесли значимый вклад в развитие столицы. Все было взвешено по уровню притязаний к этой награде. Это самая высокая награда города Чебоксары, столицы Чувашской республики. И после этого определились фавориты, естественно, как и в любом процессе. В этом году претендентов было 3. Бадаева Елена Игнатьевна, Кибеч Анатолий Ильич и Чиркунов Александр Сергеевич. По результатам голосования на портале «Открытый город» победителем названия «Почетный гражданин города Чебоксары» стала Елена Бадаева, генеральный директор Чебоксарского хлебозавода номер 1. За ее кандидатуру проголосовало почти 70% горожан. Чествование пройдет 18 августа. Кроме этого, на заседание внесли изменения в положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в Чебоксарах. Проектом предлагается введение администрации города реестра недобросовестных перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам города. Необходимость введения реестра недобросовестных перевозчиков отмечена в судебных решениях, а также в решении Чувашского УФАС. Народные избранники внесли изменения в положение о молодежном парламенте Чебоксар при городском собрании депутатов. Прекращение полномочий молодежного парламента будут по решению главы города в 2 случаях. В первом, если прекращаются полномочия более половины членов молодежного парламента. И 2 случай, если сам молодежный парламент заявит о своем, самороспуске и напишет свои заявления об прекращении своих полномочий. Депутаты также установили границы некоторых территориальных общественных самоуправлений и рассмотрели реализацию муниципальных программ. Милена Алексеева, Павел Иритков, Республика.